Здравствуйте, меня зовут Григорьева Анастасия Александровна. Я являюсь сотрудником информационно-образовательного отдела Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. Мы должны помнить с вами, что в жизни каждого народа, любого государства много памятных дней, как героических, так и трагических. Одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане, стал закон Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года о реабилитации жертв массовых политических репрессий, а указом первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева в 1997 году день 31 мая был объявлен Днем памяти жертв политических репрессий. Всем, кто клеймен был статьей 508, кто и во сне окружен был собаками, лютым конвоем, кто по суду, без суда, совещанием особым был обречен на тюремную робу до гроба, кто был судьбой обручен кандалами, колючкой, цепями, им наши слезы и скорбь, наша вечная память. История беспощадна. Ее события порой заставляют склонить голову от стыда. Но правда о преступлениях прошлого – одна из гарантий того, что подобное не повторится в настоящем и будущем. Есть трагедии, как результат природных и других сил, не зависящих от воли человека и государства, а есть трагедии рукотворные. Политические репрессии относятся к рукотворным трагедиям, организованным и проводимым людьми, оказавшимся у власти и преследовавшими свои цели. В самом деле, что же такое репрессия? Репрессия – это ущемление в правах, карательная мера, наказание, применяемое государственными органами. Простое определение, которое скрывает за собой просто ужасный смысл. Только подумайте, что по справочным данным в период с 1921 по 1954 годы общее количество осужденных в бывшем Советском Союзе по данным МВД СССР составило 3 777 000 человек. Из них к высшей мере наказания приговорено 642 000. В Казахстане за этот период репрессировано более 100 000 человек и расстреляно свыше 25 000. А кто же стал подвергаться политическим репрессиям, спросите вы? А я отвечу: да практически все. И интеллигенция, и рабочие, и военные. Подвергались преследованию представители абсолютно всех религиозных конфессий. Было практически ликвидировано казачество, раскулачено и обескровлено крестьянство. Враги народа выявлялись и в массовом порядке арестовывались. Члены их семей высылались в окраинные районы страны, а НКВД разоблачал одну за другой антисоветскую, фашистскую, террористическую организацию. Политические репрессии начались сразу после Октябрьской революции 1917 года. В конце 1920-х, начале 1930-х годов политические репрессии приобрели массовый характер с началом принудительной коллективизации сельского хозяйства и ускоренной индустриализации. Государственный террор был встроен в модель социальной мобилизации, системно разработан и применен политическим режимом в огромных масштабах против отдельных целевых групп собственного населения. В целом, можно выделить следующие этапы репрессий в Казахстане. Первый этап – 20-30-е годы 20-го столетия. Репрессии здесь применялись по отношению к национальной интеллигенции, а также партийной советской элите, как старых большевиков, которые устанавливали советскую власть в Казахстане, так и коммунистов нового поколения, выступавших против политики Малого Октября Голощёкина. Второй этап – 1937-1938 года. Массовые политические репрессии, или как еще их называют, большой террор. Репрессии применялись в отношении практически всех слоев населения. В это же время началась депортация. Третий этап – 1946-1953 годы. Репрессии против казахстанской интеллигенции.
Репрессиям подверглись Бекмаханов, Исмаилов, Ауэзов и многие другие, а также военнослужащие, которые прошли через гитлеровские лагеря. Ныне известны невероятные по своим масштабам цифры расстрелянных, репрессированных, заключенных в тюрьмы, разбросанных по детским домам. В орбиту массовых репрессий втягивались огромные массы населения, причем основным видом наказания являлось лишение свободы, преимущественно в исправительно-трудовых лагерях, правовой основой реформирования которых создание принципиально новой по содержанию системы исполнения уголовных наказаний в условиях изоляции заключенных стало постановление СНК СССР 7 апреля 1930 года об утверждении положения об исправительно-трудовых лагерях, открывшее трагическую страницу в истории. В 1929 году было образовано Главное управление трудовых лагерей и трудовых поселений – ГУЛАГ. В 1940 году в системе ГУЛАГа имелось 52 лагеря, а в 1954 – 64. В 1930 году в лагерях содержалось заключенных 179 тысяч, а в 1953 году 1 миллион 727 тысяч 970 человек. Советская власть практически превратила нашу республику в тюремно-лагерный застенок, разместив на ее территории самые крупные лагеря – Карлаг, Степлаг, Алжир. Официальная статистика свидетельствует, что за годы репрессий в казахстанские лагеря было сослано 5,5 миллионов человек, но некоторые называют и другие цифры. Последняя треть 30-х годов ознаменовалась волной политических репрессий, принявших массовый характер. Укрепление культа личности Сталина и нетерпение всякого инакомыслия, попытки все трудности страны объявить результатом деятельности врагов народа привели к физическому устранению почти всех сколько-нибудь влиятельных лидеров, которые могли составить оппозицию правящему режиму, то есть всех руководящих и партийных, и советских работников. Прошли показательные открытые процессы над врагами, однако большая их часть была осуждена тройками, внесудебными организациями карательной машины НКВД. Решение Политбюро с подзаголовком об антисоветских элементах принято 2 июля 1937 года. Оно рассылается в виде телеграмм секретарям обкомов, крайкомов и ЦК Компартии. Заканчиваются телеграммы словами: ЦК ВКПБ предлагает в 5-дневный срок представить в ЦК количество подлежащих расстрелу, равно как и количество подлежащих высылке. Это решение Политбюро – главный документ о начале большого террора. В нем содержится требование в 5-дневный срок представить в ЦК состав троек. В тройку входят представитель НКВД, первый или второй секретарь республиканской или областной парторганизации, а также прокурор соответствующего уровня. Тройка – главная боевая единица в войне Сталина против народа. Большой террор, начавшийся в 1937-м, это не громкие политические процессы и отстрел бывших соратников по партии. Это даже не расстрелы маршалов, которые остались в памяти. Большой террор – это хорошо спланированная, массированная операция в масштабах всей страны. Эта операция имеет точную дату своего начала. Приказываю с 5 августа 1937 года во всех республиках, краях и областях начать операцию по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников. Это цитата из приказа Наркома внутренних дел Ежова за номером 20447 от 30 июля 1937 года под грифом «Совершенно секретно». В пункте 2 приказа читаем: все репрессируемые разбиваются на две категории. А. К первой категории относятся все наиболее враждебные элементы. Они подлежат немедленному аресту и по рассмотрению их дел на тройках расстрелу. Б. Ко второй категории относятся все остальные, менее активные, но все же враждебные элементы. Они подлежат аресту и заключению в лагере на срок от 8 до 10 лет.
Приговоры приводятся в исполнение по указаниям председателей троек, то есть наркомов республиканских НКВД или начальников областных управлений НКВД. Проект оперативного приказа Ежова рассматривается на Политбюро на следующий день после поступления и утверждается практически без поправок. Тройки были главным инструментом массовых политических репрессий. Они рассматривали дела заочно, в ускоренном порядке, одновременно пропуская десятки, сотни дел, по которым могли проходить тысячи заранее обреченных человек. Если предположить, что тройка работала без перерыва все 24 часа, то на одно дело было затрачено чуть больше 1 минуты, а фактически несколько секунд. Время давно прошло, но боль за истерзанных и уничтоженных людей забвению не подлежит. А потому каждый год, 31 мая, казахстанцы вспоминают тех, кто видел Лефортово, иркутские спецлагеря Алжир и Карлаг, далеко не в кино. Сейчас в Казахстане осталось не более нескольких тысяч человек, которые не понаслышке знают о 58-й статье. 10 лет без права переписки. Карлаг – Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. Один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа, располагавшийся на территории Карагандинской области Казахстана. Карагандинский лагерь занимает особое место в истории репрессий. Он был организован 19 декабря 1931 года. Центр лагеря располагался в селе Долинка, в 45 километрах от Караганды. Карлагу было отведено 120 тысяч гектаров пахотно-пригодных земель и 41 тысяча гектаров сенокосных. Одной из главных целей организации Карлага было создание крупной продовольственной и производственной базы для развивающейся угольно-металлургической промышленности Центрального Казахстана. С 1931 года начались массовые аресты крестьян по всему Поволжью, Пензенской, Тамбовской, Курской, Воронежской и Орловской областей. Заселение Казахстана и создание промышленных центров требовало создания железнодорожного сообщения с центральными районами России. Первый этап Карлага был отправлен для строительства железной дороги от Акмолинска до Караганды. В мае 1931 года железная дорога была закончена и сдана в эксплуатацию. После этого в Карагандинскую область и в Осакаровский район стали переселять семьи строителей дороги. Уже к осени 1931 года 52 тысячи семей были доставлены в Центральный Казахстан. Семьи доставлялись в наглухо забитых телячьих вагонах. Вагоны были переполнены. В этих же вагонах ехали беременные женщины, кормящие матери, дети и старики. Многие уже в вагонах стали умирать. Покойников везли вместе с живыми до места назначения. Из тех, кто остался, выбирали покрепче и поздоровее для строительства дороги Караганда-Балхаш. Условия, при которых работали люди, были нечеловеческие. Тем, кто не справлялся с нормой, урезали паёк. Изнеможденные люди падали замертво. Карлаг располагал реальной властью, оружием, транспортными средствами. Он содержал почту и телеграф. Карлаг состоял из 26 точек, расположенных в радиусе от 2 до 400 километров. В Карлаге работала выездная коллегия Карагандинского областного суда. Приговоры исполнялись на местах. Приговоренных ставили на колени перед вырытой другими заключенными ямой и стреляли в затылок. Расстрелянные брались на списочный учет с грифом «Умер», а личные дела уничтожались. Общая территория Карлага по площади сопоставима с территорией Франции. Вся Долинка была опоясана колючей проволокой. Вход на территорию осуществлялся по спецпропускам вплоть до начала 80-х годов XX века. Охрана Карлага набиралась из классово близких элементов, людей без принципов, исполнительных и жестоких. Для получения внеочередной премии охранники убивали 2 заключенных и докладывали руководству о пресечении попытки массового побега, ведь за массовый побег премия была в 2 раза больше, чем за одиночный.
Допросы велись круглосуточно, очень часто при этом люди сходили с ума. В коридоре цокольного этажа располагались пыточные камеры, карцеры и расстрельная стена. Карцер, где заключенному разрешалось спать на ледяном полу 4 часа в сутки. В остальное время он обязан был стоять. За попытку прислониться к стене жестоко избивали. Особо несговорчивых сажали в яму и не давали воды и пищи по несколько дней. Счет погибшим от болезни не велся, а личные дела после смерти уничтожались. Так человек исчезал навсегда. Лобное место в конце коридора цокольного этажа. Здесь приводился в исполнение приговор, высшая мера социальной защиты – расстрел. Приговоренному приказывали встать лицом к стене. Конвоир через решетку отправлял пулю в затылок. На территории Карлага действовало несколько шарашек, лабораторий, где заключенные из числа бывших научных сотрудников работали на благо Родины. Известными узниками Карлага были известный всему миру ученый-авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев. Вместе с другими учеными-профессорами, сидя в камере, создал теоретические основы действия турбореактивного двигателя. Из отечественных ученых в Карлаге содержался талантливый ученый-инженер Жармухамед Туленов. Условия жизни женщин не отличались от мужских. Та же грязь, тот же голод, та же безнадега. Женщины переживали тяжелое время в разлуке с детьми. Но и сами дети испытывали на себе всю жестокость режима и молча сносили клеймо «Дети врагов народа». Как только ребенок подрастал, его забирали в детский дом. Многие так больше никогда и не увидели своих детей. Дети умирали от голода каждый день. Громадное, размером в 20 стадионов детское кладбище. К своему закрытию лагерь уже практически не содержал заключенных по политическим статьям. 27 июля 1959 года Карагандинский исправительно-трудовой лагерь закрыт. Считается, что за годы своего существования Карлаг принял около 1 миллиона человек. Но поскольку архивы Карлага до сего дня засекречены, нет возможности назвать даже приблизительное число его жертв. Акмолинский лагерь жен изменников Родины функционировал 15 лет и был крупнейшим лагерным отделением исправительно-трудовых лагерей, в котором наказание отбывали исключительно женщины. Узницы лагеря называли его коротко «Алжир». В этом лагере волей Сталина оказались более 18 тысяч женщин, вся вина которых состояла только в том, что они не предали своих мужей, первыми брошенных в жернова репрессий 1930-х годов. История Алжира началась 15 августа 1937 года после выхода оперативного приказа НКВД СССР за номером 20486 об операции по репрессированию жен и детей изменников Родины. Место для отбывания наказания для членов семей репрессированных было выбрано сразу. Для этих целей было реорганизовано поселение номер 26, 26-я точка, которое с 1931 года использовалось как место конечной ссылки спецпереселенцев. На базе поселения номер 26 в начале 1938 года было сформировано 17-е специальное лагерное отделение Карагандинского исправительно-трудового лагеря, получившее короткое название ИТЛР-17. По всему Советскому Союзу были раскиданы сотни лагерей ГУЛАГа. Алжир был одним из этих эпицентров ада на земле. Акмолинский лагерь жен изменников Родины Алжир – единственный в СССР лагерь для женщин, матерей, жен, сестер и дочерей так называемых врагов народа. Никто не задумывался тогда, откуда вдруг на исходе 20-летия советской власти бдительные чекисты выявили столько контрреволюционеров. И почему так опасны для нашего общества члены семей изменников Родиной, что их заключают в колонии НКВД. Женщин в тюрьмы и лагеря
детей в детские дома особого режима. Двое моих детей остались одни. Привезли в тюрьму. До вечера собралось нас в камере около сотни женщин разных национальностей. Много было узбечек. Они, оказывается, очень громко плачут. В камере стоял страшный рев несчастных женщин. У одной узбечки дома осталось 5 детей, а сама молоденькая. В тюрьме объявили мне приговор, дали 8 лет. Нас, многих женщин, этапом через Петропавловск привезли в Акмолинский лагерь. Сроки заключения жен-изменников Родины от 5 до 8 лет. Отправка в лагерь сразу же после вынесения приговора и ареста. Это правило распространялось на женщин преклонного возраста, матерей, имеющих грудных детей. Алжир, 26-я точка Карлага, находился в 17 километрах от Акмолинска. Такого лагеря не было ни в одной стране мира, ни в одной эпохе, какая бы война ни шла между народами. Только советское правительство поступило так со своими гражданами, безвинными женщинами, основав 3 декабря 1937 года Алжир, эту Голгофу, зону великого горя, разлучив жен не только от своих мужей и братьев, но главное от своих детей, разорив родительские гнезда, разорвав кольцо любви несчастных матерей и детей, навсегда лишенных детства, ласки и душевного тепла. В лютый мороз 6 января 1938 года прибыла первая партия женщин. Их везли со всех концов страны, из Москвы и Ленинграда, Украины и Белоруссии, из Грузии и Армении, со всего Кавказа и Средней Азии. Оказавшись за колючей проволокой, они должны были отречься от своих любимых и дорогих, покориться воле вождя всех народов. Но они остались верны своим мужьям и непокоренные донесли до нас свет любви и чистоту души. Более 18 тысяч женщин, осужденных особым совещанием НКВД. Среди них жены и родственницы видных государственных деятелей, военачальников, ученых, писателей, дипломатов. Здесь отбывали свои сроки жены Бухарина, Колчака, Янукидзе, Рыскулова, Асфендиярова, Нурмакова, Майлина, Жургенева, сестры Тухачевские, певица Лидия Русланова, матери Булата Акуджавой и Майи Плесецкой. Климат казахской степи очень суров. Испепеляющая 40-градусная жара и тучи насекомых летом, 40-градусные морозы зимой и круглый год неутихающие степные ветра, зимой со снегом, летом с песком. Женщин заставляли строить бараки для новых узниц, работать в поле. И до сих пор неизвестно точно, сколько женщин, стариков и детей навсегда остались лежать в общих степных могилах близ деревни с веселым названием Малиновка. Отстраивали и обустраивали это место сами узницы. Бараки, столовая, фермы для скота, водокачка, зернохранилище, мастерские – все это было построено руками заключенных женщин. В основном это были представители интеллигенции, не привыкшие к тяжелой работе. Их заставляли собирать камыш, рыть орыки и высаживать сады. Много было посажено малины, так и появилось прежнее название поселка Малиновка. От этих садов и огородов ничего не осталось, а когда-то женщины берегли их ценой собственной жизни. Бывшая узница лагеря Ментай Даукенова рассказывала нынешним местным жителям, что когда они посадили 600 яблоневых саженцев, зайцы начали грызть их кору, поскольку зима выдалась суровой и есть им было нечего. Руководство лагеря тогда распорядилось, что если пропадет хоть один саженец, то начнут расстреливать заключенных. Женщины решили делиться хлебом с зайцами. Возле каждого саженца они оставляли кусочки хлеба. Зайцы поднимали эти крошки, не трогая кору высаженных деревьев.
К весне яблоневый сад был сохранен. На его месте стоит теперь музейно-мемориальный комплекс «Алжир». Когда в 1990 году бывшая заключенная Акмолинского лагеря жен изменников Родины Гертруда Платайс приехала в Казахстан, она рассказала сотрудникам музея «Алжир», как впервые увидела местных казахов и как они отнеслись к заключенным женщинам. Одним зимним утром женщины-узницы несли с озера Жаланаш охапки камышей. Через некоторое время на берегу озера появились старики и дети, которые по команде старших начали бросать в этих женщин камни. Конвоиры начали громко смеяться, мол, видите, вас не только в Москве, вас и здесь, в степи, не любят. Оскорбленные женщины думали, ну что же вы, старики, чему детей учите? Но вот одна женщина споткнулась об эти камни, а когда упала рядом с ними, то почувствовала запах молока и сыра. Она взяла кусочек и положила в рот, он показался ей очень вкусным. Она собрала эти камушки и принесла в барак. Там были и заключенные женщины-казашки. Они сказали, что это курт, высушенный на солнце соленый творог. Теперь эту историю Гертруды Платайс пересказывают посетителям музейно-мемориального комплекса жертв политических репрессий и тоталитаризма «Алжир», который был открыт 31 мая 2007 года по инициативе первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области на месте прежней 26-й точки трудпоселения. Открытие музея было приурочено к десятилетию со дня принятия в 1997 году указа об установлении Дня памяти жертв политических репрессий 31 мая и 70-летию с момента начала массовых политических репрессий. Автором музейно-мемориального комплекса является заслуженный архитектор Казахстана Сакен Жомартович Нарынов. Степлак, степной лагерь, или Асаблак, особый лагерь номер 4, лагерь для заключенных в системе ГУЛАГ, располагавшийся в городе Джисказган Карагандинской области Казахстана. На начало 1954 года численность заключенных составляла 21 090 человек. Джисказганский лагерь и комбинат ГУЛАГ НКВД СССР был создан весной 1940 года. Его начальником был назначен заместитель наркома внутренних дел Казахской ССР Борис Черков. Первая партия заключенных прибыла тогда же по построенной ими железной дороге от Караганды. В военное время особое внимание уделялось строительству новых шахт и увеличению добычи руды, которую отправляли в Балхаш и на Урал. После войны было начато также строительство обогатительной фабрики, ТЭЦ, плотины Кингирского водохранилища и самого города Джисказгана. Название «Степлак» было принято с 1948 года. С 8 апреля 1948 года начальником лагеря назначен полковник Александр Чечев, ранее заместитель министра внутренних дел Литовской ССР. В это время лагерь обслуживал Джисказганский медный комбинат Министерства цветной металлургии. Заключенные работали на угольных шахтах, строительстве различных объектов, занимались разработкой залежей марганца. Бурение было сухое. Пыль пустой породы вызывала быстрый силикоз и туберкулез. Заболевших арестантов отправляли умирать в Спасск, или, как его еще называли, всесоюзную инвалидку Асаблагов, что находился под Карагандой. Степлак представлял из себя государство в государстве. Лагерь имел свои дороги, паровозы, самолеты, сеть магазинов и других социальных объектов. Администрация лагеря выделяла вольнонаемным жилье, регистрировала браки и разводы, выдавала свидетельства о рождении и смерти. Степлак имел свои войска, прокуратуру и даже собственный суд. Здесь отбывал срок Александр Солженицын, который впоследствии поведал миру о знаменитом Кингирском восстании в своем романе «Архипелаг ГУЛАГ». Узник Степлага, джисказганский поэт и художник Юрий Грунин 3 года запоминал, так как записывать было просто негде, свои стихи о плене. Поэтому он стал в лагере. Его неопубликованные стихи «Пелена плена», небывалая летопись неволи.
8,5 лет из 25 по приговору особого совещания провела в степлаге поэтесса и публицист Руфь Тамарина. В 1954 году Степлаг стал местом крупнейшего в истории ГУЛАГ восстания, Кингирского восстания заключенных, прошедшего в период с 16 мая по 26 июня 1954 года. Это было не самое продолжительное, не самое массовое восстание в советских лагерях, но это одно из самых трагичных событий в послесталинской истории ГУЛАГа. Кингирское восстание широко известно благодаря главе «40 дней Кингира» в архипелаге ГУЛАГ Александра Солженицына. На 40 дней 3 лагпункта особого степного лагеря в Джисказгане завоевали свободу. Возникла своеобразная республика со своим правительством, названным комиссией по переговорам от заключенных с красочной культурной жизнью. В Кингире восставшие не только бастовали, взяв лагерь под свой контроль и требуя от администрации соблюдения их прав и наказания виновных в незаконных расстрелах, но и смогли воспользоваться свободой. Только в Кингире мужские зоны и женская слились в единое целое, образовав на 40 дней своего рода республику. В восстании приняли участие около 5,2 тысяч заключенных, и 43% из них – женщины. Третье отделение Степлага состояло из 3 лагпунктов – первого женского и второго и третьего мужских. Причиной восстания послужил расстрел в хозяйственном дворе ночью 16 мая группы заключенных, пытавшихся проникнуть в женский лагпункт. Прекратившим работу заключенным администрация лагеря обещала, что виновные в расстреле будут наказаны. Никто из заключенных, которые посещали женский лагпункт, не будет этапирован. А впредь общение женской и мужских зон будет разрешено. Работа заключенных была возобновлена, но обещания не были выполнены, и восстание вспыхнуло с новой силой. Восставшие требовали встречи с членом президиума ЦК КПСС. Переговоры с заместителем министра внутренних дел СССР затянулись, а ранним утром 26 июня лагерь был взят штурмом. Финал восстания был чудовищным. В предрассветных сумерках 26 июня 1954 года в Кингирскую зону вошли 2 дивизиона военизированной охраны лагеря и дивизион внутренней охраны в количестве 1600 вооруженных человек, 98 проводников с собаками, 3 пожарные автомашины и 5 танков Т-34. Танки шли прямо по телам беззащитных, охваченных паникой людей. Это единственное лагерное восстание, в подавлении которого принимало участие танковое соединение. В 1956, по другим данным, в 1958 году Степлаг был ликвидирован, но его узники остались на принудительном поселении и должны были регулярно отмечаться в милиции. В Казахстане количество жертв политических репрессий за годы советской власти, по оценке ученых, составило 3,5 миллиона человек. Между тем, в республике на сегодняшний день реабилитировано более 305 тысяч незаконно репрессированных. Работа по изучению архивных материалов продолжается. Потребовалось более 70 лет, чтобы вернуть честное имя безвинным жертвам чудовищных репрессий. О массовых репрессиях тех лет написано немало книг, изданы воспоминания людей, прошедших через ад лагерей, но до сих пор исследователи называют все новые и новые имена. И сегодня о судьбе представителей казахской интеллигенции мы хотели бы рассказать вам, ведь именно они направляли основные усилия на достижение независимости и просвещения народа, создание литературного казахского языка, развитие культурных очагов и многое другое. Ахмет Байтурсынов, поэт, ученый, тюрколог, переводчик, педагог, публицист, общественный деятель, лингвист. Один из авторов Каркаролинской петиции, в которой требовалось прекратить экспроприацию земли у казахского народа, приостановить поток переселенцев, создать народные земства.
В 1903 году Байтурсынов вместе с бывшим депутатом Государственной Думы первого созыва Алиханом Букейхановым и писателем Мыржакыпом Дулатовым открыл в Оренбурге газету «Казах». В 1917 году участвовал в создании казахской партии «Алаш», был одним из организаторов и руководителей правительства Алаш-Орды. Созданная им и названная его именем графическая система позволила быстрее ликвидировать неграмотность. Новый алфавит, получивший название «Жана Емле», новая орфография, до сих пор применяется казахами, живущими в Китае, Афганистане и Иране. В июне 1929 года во время творческой поездки в Кызылорду Ахмет Байтурсынов был арестован. Его обвинили в том, что в 1926 году в Баку во время съезда тюркологов он пытался наладить связь с политиком Мустафой Шакаем для того, чтобы вместе с ним воплотить в реальность план отделения Казахстана от России. В 1931 году ученого отправили в трехлетнюю ссылку в Архангельскую область. В 1937 году его арестовали во время новой волны репрессий. 8 декабря 1938 года Ахмет Байтурсынов был расстрелян как враг народа. Алихан Букейханов родился в Такраусской области Каркаралинского уезда бывшей Семипалатинской области, нынешнем Актаргайском районе Карагандинской области. Происходил из рода Туре, потомок Джучи, старшего сына Чингисхана. Журналист, этнограф, политический и общественный деятель. Был членом партии кадетов с 1905 года, но его пути с ними разошлись после февральской революции, поскольку Букейханов перестал находить поддержку среди кадетов в самом главном для него вопросе – предоставлении автономии казахскому народу. Алихан Букейханов был одним из лидеров партии «Алаш». В 1917 году стал комиссаром Временного правительства по Казахстану. В 1919 году Алаш-Орда подняла мятеж против большевиков. Успехом он не увенчался. Все это привело к упразднению Алаш-Орды, а создателям автономии пообещали амнистию. На деле же советская власть ничего не забыла. В 1937 году вновь арестовывают Алихана Букейханова и заключают в Бутырскую тюрьму. Ему предъявлено обвинение. Возглавлял контрреволюционную борьбу против советской власти, установил связи с руководителями террористического центра в Казахстане и Москве. 27 сентября 1937 года он был приговорен к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Через 56 лет Алихан Букейханов был реабилитирован. Мыржакып Дулатов, казахский поэт, писатель, один из лидеров Алаш-Орды. Стремительно как ураган он ворвался в историю своей книгой «Оян Казак», созданной в 1909 году. Книга призывала народ воспрянуть, одуматься, посмотреть на мир и оценить собственное положение в нем, идти по пути просвещения, отказаться от кочевничества, перейти к оседлости и освоить современный образ жизни. В стихотворении «Казак жерлері» Мыржакып Дулатов с болью пишет о вытеснении казахского народа с плодородных земель, о большом сужении территории проживания казахов. Революционный дух, желание посвятить свою жизнь Отечеству привели его в партию «Алаш», а затем в правительство Алаш-Орды, где он вместе с Ахметом Байтурсыновым издавал главный печатный орган Алаш-Орды – газету «Казах». 29 декабря 1928 года его арестовали органы НКВД по обвинению в казахском национализме и поместили в Кызылординскую тюрьму. В соседних камерах с ними сидели Жусипбек Аймаунтов и Ахмет Байтурсынов. На допросе в 1929 году в ответ на обвинение в национализме Мыржакып отвечал: «Мы хотим, чтобы наше Отечество принадлежало нам». В своем официальном последнем слове он заявил: «Ради будущего своего народа я обязан делать все возможное. Если я заблуждаюсь, то вместе с народом. Рано или поздно истина восторжествует». Дулатов был приговорен к смертной казни через расстрел, но вскоре ее заменили на лишение свободы сроком на 10 лет.
Он отсидел в Бутырской тюрьме 2 года, затем был сослан в Соловецкий лагерь особого назначения. К тому времени имя Миржакыпа уже было в литературной энциклопедии, а также в Малой советской энциклопедии. Благодаря этому в лагере его узнал ученый и священник Флоренский, который смог устроить его фельдшером в больнице. Мустафа Шукай пытался устроить Дулатову побег из Соловков, когда туда зашло торговое судно из Франции, но арестант отказался, боясь за судьбу своей семьи. И 5 октября 1935 года Миржакып Дулатов скончался в центральном лазарете Соловецкого лагеря и был похоронен на вольном кладбище. Жусипбек Аймаутов родился в 1889 году в семье аульного бедняка в Баянаульском районе Павлодарской области. До 15 лет учился разным мастеровым делам у отца и местного муллы. В 1907 году поступил в Баянаульскую русскую школу, а в 1914 поступает в Семипалатинскую учительскую семинарию, которую заканчивает в 1919 году. Писатель, основоположник драмы и романа на казахском языке, ученый, просветитель, педагог и психолог. Во время учебы в Семипалатинской учительской семинарии познакомился с Канышем Сатпаевым и Мухтаром Ауэзовым. Принимал активное участие в организации партии Алаш-Орды. С 1922 года был учителем в Каркаралинске. Благодаря Жусипбеку Аймаутову на казахском языке зазвучали «Скупой рыцарь» и «Каменный гость» Александра Сергеевича Пушкина, «Ревизор» Гоголя, «Отверженные Гюго», «Белое безмолвие» Джека Лондона и другие. Аймаутов являлся автором ряда учебников и учебных пособий по педагогике, психологии, искусству. В 1929 году по обвинению в национализме Жусипбек Аймаутов был заключен в тюрьму. После длительного следствия был заочно приговорен к смертной казни в 1931 году. Кудайберген Жибанов, ученый-филолог, первый казахский профессор и один из основоположников казахского языкознания, общественный и государственный деятель, один из организаторов первой казахской академии, казахского филиала Академии наук СССР. Окончил Ленинградский институт живых восточных языков имени Янукидзе в 1928 году, а в 1929-32 годах учился в аспирантуре сперва того же института, а затем в аспирантуре Института языка и мышления при Академии наук СССР по специальностям тюркские языки и общее языкознание. За свою короткую жизнь Кудайберген Жубанов успел изучить персидский, арабский, турецкий, монгольский, грузинский, чувашский, коми, русский и, конечно же, практически все тюркские языки. Из европейских языков изучал английский, французский и немецкий, причем последним владел довольно хорошо. В последние годы жизни он заинтересовался японским языком, на котором были переведены многие китайские источники, таившие в себе ключ к науке. Мечтал изучать китайский язык. Однако не всем его планам было суждено сбыться. 19 ноября 1937 года арестован НКВД, объявлен врагом народа и по решению выездной тройки расстрелян 25 февраля 1938 года, в первый же день массовых расстрелов видных государственных и общественных деятелей Казахстана. 3 октября 1957 года посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления. Массовые политические репрессии – одна из самых мрачных страниц в истории Казахстана. Их жертвами стали очень разные люди, разные по социальному происхождению, убеждениям и мировоззрениям. Репрессированные обвинялись в национализме, вредительстве, саботаже и шпионаже в пользу иностранных государств. Частыми были обвинения в антисоветской агитации и пропаганде. Почти все эти дела были сфабрикованы. И на самом деле преследованиям подвергались те, кто пытался отстаивать интересы казахского народа, выступал против так называемых перегибов и злоупотреблений со стороны представителей власти. Поэтому после смерти Сталина был начат пересмотр таких дел. Многие были освобождены из мест заключения, а те, кто расстрелян или умер, были реабилитированы посмертно.
Эта работа была продолжена и после приобретения Казахстаном своей независимости. Политические репрессии – это чудовищное преступление против человечности, и поэтому надо всегда помнить о тех людях, которые попали в жернова этой машины. Боль по отцам не проходит с годами. Как вспомнишь, так сердце опять защемит. В мире все тленно, нетленна лишь память. Ее для потомков пусть каждый хранит.